В территориальных органах пенсионного фонда в районах республики и в городе Якутске не уменьшается количество обращений граждан по поводу различной информации, передаваемой в мессенджере WhatsApp. К слову, информация эта в большинстве случаев бывает недостоверной. Тему продолжит Катерина Винокурова. Для всех пенсионеров нужно пойти в пенсионный фонд и потребовать 720 рублей. Сообщение о мифической прибавке неизвестные разослали через популярный мессенджер. Якутянам пообещали дополнительную выплату к пенсии в размере 720 рублей. Специалисты отделения пенсионного фонда разъясняют, данная информация не соответствует действительности. По WhatsApp рассылке, которой женщина говорит о том, что в ноябре месяце всем нужно подходить в пенсионный фонд и получить 720 рублей, якобы кто-то кому-то, пенсионный фонд кому-то задолжал. Уважаемые пенсионеры, хочу отметить, работники пенсионного фонда, вам по телефону не звонят, по вашим домашним адресам они тоже не ходят. Что касается повышения пенсий, то в законе установлены определенные сроки и условия индексации пенсий. Все перерасчеты носят беззаявительный характер, и пенсионерам не нужно обращаться лично в пенсионный фонд. После назначения пенсии у нас есть перерасчет по таким основаниям. Во-первых, это наличие иждивенцев. Если у пенсионера есть иждивенцы до 18 лет или находятся на иждивении дети до 23 лет, которые обучаются очно, таким пенсионерам полагается перерасчет. Также у нас перерасчет есть еще по двум основаниям, когда при назначении пенсии у пенсионера средний месячный заработок не достигал районного коэффициента, при расчете районного коэффициента, который утвержден в том районе, где он работал. В этом случае он может принести еще справку за любые 5 лет до 2002 года работы. За 60 месяцев, как я уже сказала, непрерывного стажа должно быть. Также перерасчет осуществляется по основанию, если по каким-либо причинам при назначении пенсии в стаж не был учтен какой-то период. К примеру, человек вовремя не подготовил документы, не предоставил выписку из приказов или трудового договора. Только по перечисленным основаниям по закону осуществляется перерасчет. Также не стоит путать перерасчет с единовременными выплатами, которые в свою очередь утверждались правительством Российской Федерации. Вы можете найти все ответы на ваши вопросы на нашем сайте pfr.ru. Также получить или уточнить интересующую информацию якутяне могут по номеру единого колл-центра 8 800 177 83, а также по телефону горячей линии. Напомним, все данные застрахованных лиц находятся в личном кабинете, войти в который можно через сайт госуслуги.ру, либо через мобильное приложение Пенсионного фонда России.